магазин. С самого начала вот, еще вот, видео штаб. Я ее хотел модаться, а вот я не видел. Тоже был еще. Вот, они того идут, потом за цыган. Случайностью те идут я. Мы не должны бегать, галстук щек, и давать, там парламенты, посеять там какие-то, и сосед-то шахит то, что там, видимость создавать там какой-то бурной деятельности политической. Украина, признайте, знаешь, ари, вы же там, ходят там эти писюльки, пишут. Мы должны в себе разобраться вначале. Вы худешнер. Собраться, разобраться. Вот, бедо. Разобраться, все это откинуть, осудить, оценку сделать. И потом миру говорить, гурт халатон, на почве вот этого, с помощью вот этого, с помощью тех, других, третьих. Поодал хали, вышхали, масом. Разобраться, говорит, вот теперь мы готовы, знаете, а теперь полностью независимость, прекрасно, что произошло. Мы сами должны внутри себя разобраться вначале, прежде чем ходить галстуками по всяким этим парламентам европейским. Бог курт победовый. Верблюды всякие. Лидер партии Баас – это не иракский народ. Он двичуй куда. Иракский, Нахмабацер işte. Saddam Hussein o ayıtırıyor. Нах интересно, мабац куза пачалк, шипачалк доуде леча. Определенный на не голос важный маяц пачалк шупа. Государство, власть и государство юцига истрелищик. Вот государство, вся Арабская лига вместе взятых масса Чечня внутреннее дело России. Ne, çayılmış bu. Çayılmış bu. İşe yok hazın ne? Her tıkın arboş her Suriye мучитесь. Her Палестине мучитесь. Арбош şey yok предательство и власть yok. Гуштатшун. Это арбош и власть yok. Hazın Haladога çakıl teta. Израиль, где был, так аж цир арбой предатель. Израиль убег. İsraili şeytaş bukış. Berk. Berk şeytan ta berk bat. Израиль, 2 مليون بوصل تقوي خايون عاش. Ne hu ahiru. Hu ahiru. Hu ahiru тига. 6 миллион ahiru. 1 миллион ahiru. И ницк мабаци. Это шушера настоящая. И ницк мабац. Ницк это ислам. Все. Тагец та гордушун. Израили. Да. Да, как мадикуэлю. А? Мадикуэлю. Чай дождь Хусча, ажен, со Эмелда Целосон, связью сечо, Хусча Диштер, за считанные дни Израиль выиграл арабскую коалицию. За считанные годы он не может выиграть Хамас. Он там буксует. Изага Гамадешин. Да. Мухаджир, связники отца. Во. Ажанец, допустим, с Россией сидит, думаю, Бога дохчишь, с Россией хорошо, мы покорились там, все хорошо, да? مو باغي مو غاسكي مو والله صديق تقيت
Sinds wij ras bekillen dat dik als de barra ober. As Мича Гирон и as Борш. Це Борш. Так, Це Бог. действуешь гейта, а ворейс Ну, действуй. Все действующие. А Сохон Хума Долвуй, лично Хон. Молодцы. Вот. نوتي Сунде, мерш خلاهم مهاجر. Иш независимый, почалкиваешь, иш свободный, Чечня خلاهم. Да, свободный от всех шайтанов. Да, не избавиться. Серьезный хастер мадос динак. Угур Дикнаг алиас, что Кавказ должен быть. Этот Эмират Кавказ или Федеративные Республики Кавказ. Одно объединенное правительство должно быть не регулирующее, а который, ну, такой центр должен быть один, который вот эти кавказские все... Та проблема, я муаджир, Так, ногти не, бочук, хажала доган. ногти бочук, и свободан бороться деш, кам от Кавказя, цеяхка, Шаяхкаяс. А шаяхкайца? яхка, Ну, дик حجن السجاع هو نوخش تون بوش شو هم بايركر الله اكبر ица بوش تون بوش ица ديتا дюйца, за свободу от России бороться деш, кам а цеяхка от Кавказя, ногти бочук. ради чего свободу объяснить. حيزمة دي не مواجه حاجه طولك انت سايق خاطر على دوها نرنتش مدية حز свобода бывает у неправильной женщины, свобода бывает у бандита. Вот про какую свободу говорите? Правильно скажите. Правильно, вот так скажите. Что за свобода? Она с религией связана у вас или не связана? مواجه سولي مواوي Свои аварис, вухан. Сюли бор, гуду. ويا سولي قوما ويا Не, أواري сюли, ويا Рог ас мацаба хок, со сюли уй. аварец. هاي بيل خاطر جواب صلاح حيز Не, ضاع подожди. Я тоже вас могу, как там, чехами назвать. Устраивает вас? Чехи, устраивает? причем А тут при чем чехи тут сюли, как бы? А при чем тут сюли? داقي متبوي أصحاب سولي ولا يحيى ما تصوّر Свои, а сюли бор до шуду вообще. Куда что? أش أولق شيء داغستان سولي Да. О. تندي بارسن Ну, أخيلشي هما سولي أما دويز не, داش и داقل сюли бор, حاجة على دوغان علي. Ну, и куда что, да, вообще? الشكخة ديسون سوا والله خط مرسيدس تخوغم. شو خط ديس بورشارك. عديتها مخرج عديتها سوكا فيفلت صديق Короче, свобода вопрос. Ну и свобода вопрос. Ну и сюда просто. И худу милду объяснить. Да без мухаджи, что мешалар худу. объяснит, просто алыш, на чем основывается свобода? На чем? Халиф малатвилаешь пока. А? На чем основывается? Закон какой в этой свободной территории? Свобода, когда вот ты живущий там, на какой-то территории, ты участвуешь в судьбе своего народа, то есть у тебя есть голос, у тебя есть
Это ерунда, это все. За это вообще не стоит ни кровь проливать, ничего делать. Запомни. Ну, и у нас просто неправильное понимание вот этого. Что Моисей, когда объяснял по преданию евреям, что в рабстве жить это плохо, что быть там рабами фараона это нехорошо. Мы свободные люди. Я сейчас по преданию говорю, не то, что там реально было. Ибраим, Что-то чапа летла, мукаджа, что-то чапа летла. И он, когда объяснял этому народу, они его не понимали. А вы видите, хударду, короче, вам не знать бо. Ах, как вы свободы спор. Что у нас, видимо, неправильно вот это понимание, что такое свобода и как. Поэтому сложновато будет объяснять. Ибраим, Алладога, и философия, еще вокруг да около. Аллаху Акбар, Бош, Чечня ерит, омбеш. Верно. Так, у философии еще. Значит, основа ислам. Или я неправильно говорю? Ты неправильно говоришь, потому что Ну, я лично пожалуйста. не знал. Я лично не знал, что такое, как, А я тебе что это за сейчас, давай я тебе философия, сейчас, что это за идеология. Я не знал, потому что мне объяснили, да что я понял Аллаху тебя, Акбар это я все понял тебя. приятное, все хорошее. Не перебивай, ты вопрос задал, да, мне теперь высказаться. Мне объясняли, мне и таким, как я, и другим там тысячам, нам объясняли, что Аллах Акбар это там Господь велик, что это все за все хорошее, что когда религиозную философию мы берем, мы делаем все хорошее обществу, в котором мы проживаем, что у нас должно как бы улучшиться общество, еще больше закрепиться там каких-то позитивных моментах, да. А вот на самом деле там очень, оказывается, совсем по-другому все работает. Ну, Вот как-то понятно. так. Сейчас смотри. Сейчас, подожди. В таком случае, вот в таком случае, как я понимаю, ты потом скажешь, как ты понимаешь, да? Вот это вот, который вот здесь вот вы сидите, вот здесь вот радио, маршо, и еще есть такие же, как сказать, ваши сторонники, да? Значит, вас очень мало, у вас шансов нет. Вы просто говорить можете. Вы уже, как сказать, еще карагу мама, яма, нет у вас сил никаких. Сторонников нет, никого Ну, нет. ну, посмотрим. Мы, короче, тут никто не претендует, что какие-то силы есть. Мы сейчас вообще-то разрознены как народ, как нация. Нас из-за вот этих дагестанских всяких манипуляций там в Дагестане, Чубабьезде, Карамахаи, Чабан-Махаи. Нам потом в спины стреляли нашим дебилам, которые туда пошли, раздали винтовки дагестанцев, и в спины начали стрелять таким людям, Нет. которые идут их. Сейчас Одни видишь, идут спасать, Ибраим, проблема у другие вас... идут туда шарикаты устанавливать, понимаешь? Нет, смотри, Ибраим, смотри, проблема ваша, вот нацистов, вот прямо я буду говорить, да, нацистов, да, то, что вы врете. Вы сами знаете, что Ну, врете. Вы не ошибаетесь. Я тебе сейчас... нацист, молодец. Больше, чем Мелат. ты ненавистника, чечена-ненавистника, такого не найдешь. Ах, король, молодец. Вот. И шарил, и нарратив что приклеивать, аж нацистчий. Это наоборот, шун мои свойства. Ладога? Ладух шуйру. Ладух шуйру, цадук, цахаштоцен. Не задерживаться. Когда, вот сейчас, вот я, насколько я вот знаю, да, есть вещи, которые я знаю. Вот когда вот собирались на Дагестан, да, Удугов, Басаев, Хата, Багаудин, еще другие, да, Басаев лично пошел Масхадову, сказал, мы уже туда идем. Мы уже туда... Он начал его, ну, имеется в виду, ему что-то говорить, что зайдут русские, будет насилие, все такое. Он говорит, я тебе пришел сказать, мы уже туда идем. Что предпринял Масхадов? Президент Чечни, гарант, ну, имеется в виду, да, который дали кому власть. Что он предпринял? Вы же ни разу это не сказали.
Везде Дагестан, Вот. Дагестан, Дагестан. Все. Сюли, Сюли. Все. Нет, ты сейчас вообще перекинул тему. Я тебе просто попытался объяснить, что вот это наша проблема с нашим государством, с нашей сегодняшней ситуацией. Мы пострадали из-за вот этой херни радикально религиозной, из-за гаудинов, хреногаудинов, из-за вот этого братства некого мусульманского, которого ни хрена никогда не было, нет и не будет. Моя нет Как не такого будет? вообще. Послушай, нет, Ибраим, сейчас опять ты соврал, да? Соврал, да? Во время имама Шамиля вот этот имамат после халифата больше нету. Он в исламскую историю попал. Он есть исламское братство, есть между Дагестаном и Чечней. Она уже в истории сильно-сильно это самое подтверждение получилось. Это ваши разговоры ничего уже не сделают. Ничего уже не сделают. Шадович, какой-то имамат. А вот, пожалуйста, У вот. нас была освободительная борьба, как обычно. Ага. У нас она длилась еще с конца 18 века, потом уже 1830-35 где-то появляется твой мулла Шамиль, Не, который это имам Шамиль. Вот тогда мне скажи одну вещь. вот как сейчас, вот как сейчас, когда нас потащили в Дагестан, и из-за этого наше государство, которые мы кровью вытаскивали из-под русских. Сейчас один, Вот точно так же появился вот этот твой мулла Шамиль, и он точно так же, вот точно такая же, как Багаудин, как Хренагаудин, как вот эти мудаки, точно так же нас вот сделал разрозненными, то есть нас перевел из статуса освободительной вот этой борьбы в статус ты за междоусобиц языком шарикат. следи, мудаки. Статус Во шариатских всем мире междоусобиц. известен. Сейчас смотри сюда. Сейчас смотри сюда. И Ты потом сделал свою работу и пошел и сел там в Русне, получал за это нормально. получал, да? Ну, короче, сейчас смотри сюда. Сейчас смотри. Не-не-не, сейчас подожди. Сейчас, секундочку, подожди, да? А ты, он, как тебе сказать, он добровольно пошел, этот Калуги оказался? Но, по всей видимости, это его уже зарплата, как бы, это то, что он заработал. Я понял, да. А вот почему вы ни один ролик, ни одно слово не говорите, ваши 5 наибов, когда сдались? Там кое-кто боевые действия против имама Шамиля вел. 5 наибов, вот эти Уммалат, Ирзи, вот эти все. А почему вы про это? Почему вас это вас почему устраивает? Смотри, мы сдались, не сдались. Это наша освободительная борьба, как бы кому Чья наша? плевать на это. Чеченская. Мы, чеченцы, воюем за свою свободу. Ты свободу хорошо. вообще знаешь? Что Хорошо, послушай. Что такое свобода? Вот видишь, опять врешь. Смотри сюда, смотри. В то время, когда чеченцы сдались, имам Шамиль уже начал отступать. Там шли оборонительные бои. Она около полгода была, да? А то, что в Дагестане творится, вас вообще зачем касается тогда? Тогда вас зачем касается? Имам Шамиль отступает, не отступает. Имам Шамиль это мулла, он мулит. Это человек, который мулит, который именно религиозно, идеологически вот так вот сделал все, что мы стали разрозненным обществом. У нас там часть какая-то идет куда-то в Чеберлой, туда, короче, против своих, там, шарикатом называют, идет куда-то в юго-западную Чечню с пушками, с мушками, с вот этой хренотенью. Это точно такой же ваххабистический прием, который мы и вот сейчас в последних двух войнах испытывали. Послушай, вот у нас в Дагестане есть некоторые, так встречаются, уже в интернете встречаются, я их так чуть-чуть, я 15 лет в Москве жил, там тоже я по чуть-чуть встречал, но они так открыто не говорили, да? Говорят 2 раза, один говорит наше село, он 3 раза сжег, говорит. Он говорит, очень жестко. Я вот в горах, когда вот был, в 90-м, или в конце, или 90-м, вот там в селе, куда мы пчелы привезли,
привезли. Вот там, говорит, пришел, говорит, имам Шамиль, говорит, он несколько раз людей отправил, говорит, идите на войну. Идите на войну, да? Ну, а многие говорят, он только на Чечне что-то делал. Не делал, он в Дагестане тоже делал, полный рост делал, и Ну, ничего. конечно, Ну, сейчас будете говорить что угодно там. Деньги украл, давай, бриллианты увез куда-то. давай, если хочешь, тогда не будем переключаться на эту персону. Я вообще не считаю эту персону как бы с тобой обсуждать. Вот если ты Ага. аварец, да, ты чеченоязычный, не в том плане, что там между нами какая-то разница классовая, я не знаю, или нет, ты просто наш сосед, а с тобой обсуждать персону Шамиля, которого изгнали из Дагестана, и который чеченцы взяли, из него сделали вот эту персону себе Валлахи на не голову. знали. Валлахи Да, билляхи мне не знали. с тобой, который изгнал Шамиля, обсуждать этого Шамиля, и которого ты что-то заступаешься сейчас, а я сам вообще тупняк мой полный. За него сам Аллах заступается. Где он похоронен? Где он Какой бы похоронен? это За него сам Шамиль пророк не был, салам он заступается. вообще не ваш, он наш Шамиль. То есть мы Да, его да, взяли, да, 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 притащили и да. себя на голову Да посадили. я И знаю, не я вы, понял тебя. ты в Я этом не послушай. виновен, ни один аварец в Где- этом не виновен. Это наша вина, то, что мы притаскиваем вот этих аварцев себе и Я сажаем их в сейчас милицию, еще и раз потом говорю. вот это Я сейчас еще создаем. раз. Я вот смотри сейчас, да, валлахи говорю, если здесь есть мусульмане, кто, если он был бы чеченец, да, его до небес, до звезд он поднимали бы прям на спуститься. Ты это на словах Не, говоришь, нас. не надо лгать, потому что мы тут против чеченцев тоже выступаем, которые бандитством занимались, которые вот эти идеологии полностью во всей их красе на нашем народе применяли. Так что это Не, не послушай, не, наша. послушай, да, вот смотри да сюда, вот смотри сюда, да. У вас попались лидеры такие, они сами по себе были бандиты. Они сначала русским служили, Тудаев, Масхадов. Они сами по себе были бандиты. Они роддомы захватывали. Эти Беслане, детей мочу пить заставили. Там, которые мусульманки, они их не выпустили оттуда. Сами по себе у вас лидеры были бандиты. Зачем ты сейчас это про других чеченцев Ты говоришь? врешь, А, ты я врешь, вру. что Вот, роддомы конечно, я вру, захватывали. да. Это ОРТ мы тоже слышали. Я вот таких, как ты, тоже в свое время наслушался и как-то Ну, взял, ляпнул где-то в Фейсбуке, там, ну, роддом был. Ну, тогда ладно, давай и один такой момент, подожди, давай. я сейчас сначала буду опровергать твою ложь, потому что никаких роддомов Басаев не захватывал. Басаев вообще-то до этого Нечаев, куда ты делся? Алло, 20 лет. А вот здесь он. Сейчас просто подожди, не перебивай, я тебя перебивай. Вот. Басаев, его семью близких из 11 человек уничтожили ударами бомб. Понимаешь, русские, твои русские старшие братья, которые тебе там ислам, хренслам, что бы там у вас не было, короче, у вас полностью подрусская вот эта вот любовь там почему-то. Хотя нам вообще-то по барабану, там, любовь у вас или что, можете дальше там любить. Но имеется в виду то, что вот нас, эти русские, этого Шамиля, 11 человек загасили буквально месяц до этого, как он туда, в Буденновск сходил. И вот это вот ты не говоришь нигде, что, видишь, там убили 11 человек, мусульман убили. Мы же как бы мусульмане все чеченцы. Вообще, это вам не интересно. Там каких-то мусульманов отпустили, не отпустили, вот эту вот пропаганду какую-то, руснявую ты рассказываешь. А тут у тебя братья-мусульмане под боком, которые вы постоянно говорите, братство мусульманское. Вот у тебя под боком 11 человек убасаилось, там, сестру, племянников полностью загасили бомбой. И то, что он потом туда ходил, там никакого роддома никто не захватывал. Там у них была цель дойти до Москвы, просто не получилось. Бабок не оказалось, чтобы заплатить на вот этих постах.
И им пришлось уже в Буденновске там провернуть вот эту диверсионную операцию, которую они в Москве хотели это сделать. То есть показать, как воевать вот в городах, в населенных пунктах, что такое война. Потому что Русня вся сидит и никак не реагирует. А их вот эти доблестные, ваши вот эти россияне, русские, ты что русский, как бы, россияне, вы вот прилетали там, бомбили нас, уничтожали детей, женщин, стариков подряд. Вот такая ситуация. Поэтому Шамиль туда пошел, диверсионная вот эта акция. И когда раненые уже оказались, там, их что-то надо было с ними делать, они просто уже ушли в больницу. И это никакой не роддом. Роддом ты должен был говорить, когда ракету, вот эту земля ракетами долбили, у нас в 99-м году в роддом ударили ракету, понимаешь, вот про мусульман, мусульмане, там, туда-сюда. Если бы ты больше мусульманином хотя бы, чем под русским был бы, ты бы об этом говорил бы, везде писал бы, там, кричал бы, видите, вы вон убиваете там чеченцев, мусульман. Ну, хотя бы, пускай не мусульман, чеченцев, потому что все-таки ты же кавказец, ты же, я думаю, сейчас ты будешь на себе тельняшку рвать, говорить, что ты не русский, а кавказец. Тем более язык знаешь, по соседству там живем. Какие бы у нас здесь отношения с тобой не были, там, твоя вот эта нацизм, твой ненависть к чеченцам, все равно, если в Дагестане где-то что-то будет происходить, лично я на это буду реагировать правильно. Не вот так вот, да, с ненавистью какой-то запрятанной, которая неизвестно откуда вообще появляется. Хотя, да, есть там провокационные моменты, но это какие-то личности. Тебя, если кто-то там, я не знаю, зачморил, оторвал, кинул и так далее, то это же в обратную сторону тоже происходит. И за какого-то мудака ты не должен как бы ненависть ко всему народу испытывать. Как-то так, короче. Просто алис цахулит мечау. Поэтому я чуть-чуть выключил, теперь можешь высказать. Ты вот, тебе интересно самим собой вопросы, ответы, сам собой заниматься. Если ты разговариваешь с Ну, человеком, нормально, ты разговариваешь. общаешься, не проблема, я могу с Ну тобой да, общаться. понятно, понятно, да. Ты сейчас сказал, слушай, я просто не хочу, я тебе просто, ну, как сказать, я зацикливаться ни на Басаеве, ни на ком, не хочу я. У Басаева, ну, как сказать, уже в начале одно было, в конце у него абсолютно порядок был во всем. Ну, как раз таки наоборот. Вначале он, когда придерживался чеченского, он нормально, как бы, ничего такого косячного у него не было. То есть ни в Буденновске, там, нигде. Ну, я вот тебе то, что сейчас сказал, вот то, что тебе сказал, что он пошел в Масхаду говорить так и так. Вот государство Чечня, она пускай начинает там образовываться или еще как-то. Вот он говорит ему, что предпринял Масхадов? Ничего не предпринял. Ничего. Для чего он был президент? К Если... Масхадову Басаев не ходил никуда, во-первых. Басаев был затянут через пидора Удугова и других вот этих, я извиняюсь. Не матюкайся, что ты матюкаешься? Ну, это Как не человек. матюк, не такие матюки просто. Вот А вот Удугов. сейчас смотри, да, Да. кого угодно, как Смотри, угодно. он был туда затянут, и взяли его, поставили, вот, послушай просто, представь, вот на ухо смотри, Конгресс Чечни и Дагестана. Что это такое? Не знаю, что это такое. Это... Сейчас Ну, смотри, представь, я вот кафирский уже... американский конгресс. Ты представляешь, конгресс американский, кафирский. Чечни и Дагестана, который возглавляют шарикатчики.
Просто тебе можешь вот подумать чуть-чуть, как это так? Ну, что, я не знаю, сейчас вот на этих вещах зацикливаться, время идет, часами ни о чем говорить тоже. Сейчас Не, я вот тебе что... хочу просто объяснить, кто автор этой херни всей. Конгресс Чечни и Дагестана. Взяли Мгм. туда Басаева, какого хрена туда Басаева главным ставить вообще? Не, это Конгресс ладно, это Чечни. оставил, это оставил. Э, вообще, что Да, потому что получилось? уже наметили, он Степашин к вам приезжал, Карамахи, Чабанмахи, шариат устанавливал. То есть уже в 98 году профинансировали полностью армию, вбухнули финансы огромные. И тут взяли Карамахи, Чабанмахи, претенденты, шарикаты, хренникаты, и затащили туда. И что, Басаев заняли там, да, теперь, да? Нет, я не пойду. Сейчас я тебе другой вопрос. Масхадов это не знал, да? Не знал? Машадов, он знал, он уже узнал, и он был против этого. И все, и больше ничего, да? Вот сейчас здесь какая-то бандитская группа действует на территории, я власть какая-то, там я против этого. Это не против. Это не против, он Э, бездействовал. если ты хочешь по российским методам аналогию провести, то когда Украину захватывали, Донецк, Луганск, русские власти что-нибудь предпринимали, идущими туда военных, которых они называли добровольцами? Ты знаешь, как это работает? Это я уже вот 5 раз хотел одну вещь сказать. Забываю, постоянно забываю от того, что Конечно, здесь ты забудешь. не, Шамиль не нужно, Басаев, не нужно. Шамиль Басаев это не есть наша власть, наша государственная структура на тот момент вообще. Если мы уж говорим о каком-то праве, о законах. Ну ладно, А ладно, вот, давай. вот которые в Украину пошли, офицеры действующие, и солдаты, и техника, и Донецк, Луганск, это армия русская была. Сейчас туда перекидываться. Да, да. Почему у вас тогда ваш Путин эту банду не остановил и не сказал, что это бандиты, и не предпринял ничего? Почему? Чью вашу? Чью вашу? Ну, вашу российскую. Ты же россиянин? А ты уже не россиянин? Я никогда не был россиянином. Не был, да. Конечно, Но не был. Я россиянин. Советский Союз, русский, украинец и Беларусь развалили, я остался за бортом, и наш народ самопровозгласился, независимость, мы взяли курс, как нам и позволяла вот эта система. Как я могу россиянином? тогда там надо было нормального человека ставить, а не Дудаева этого, который он там русским служил, который его народ выслали там, половина это самое погибла. Тогда нормального человека надо было поставить и курс тоже принять, как ты говоришь. А не так, как он там туда Подожди, а пришли что он к власти. ненормально сделал? Ой, это никто не сделал нормально. Через каждое слово чеченцы, чеченцы, мы чеченцы, чеченцы. Это что такое вообще, а? Вот что такое вообще? А Вот что мы сегодня должны говорить это в везде своем было так. государстве? Ну, для чего это? Это для чего вечно подчеркивать себя, вечно... Кроме вас, что, никого нету, что ли, других? Нет, Это Дудаев делал, это Масхадов чеченское делал, государство. Кадыров сейчас Чеченское делает государство. вечно. Если вы тоже от Русни не хотите под Русней жить, и вы тоже говорите, что мы тут больше не под-русские, то, конечно, там не будет чеченцы говорить. Мы будем говорить, мы там чечено-аварцы или, я не знаю, или кавказцы. Не в этом дело. Вечно В этом, подчеркивать себя. конечно, в этом, если ты Неправильно. за Сейчас тебя, смотри. смотри, вот ты хочешь быть под русским. Я не Ага. хочу быть под русским. Как я за А тебя кто буду тебе? говорить? Там А Кавказ кто тебе какой-то сказал? свободный. Нет, а Как кто я тебе за тебя сказал, что... могу говорить? Ты должен за Ну, себя говорить. Тогда я могу только говорить. Мы вместе. да я понял, я понял. А кто тебе сказал? Я тебе говорил, что я хочу под русскими быть? Ну, я вижу, что тебе говорит. Как ты видишь? У тебя что, особые глаза, что ли? Или что у тебя? Не, я просто давным-давно
давным-давно ищу вообще какую-то политическую силу среди дагестанцев. Вот у черкес, у них там есть кое-что, но это тоже что-то незначительное. Среди ингушей, среди вообще всех кавказцев, это не для того, чтобы, там нету или есть, нет. Кавказцы, они лично мне, они близкие все. Все кавказцы для меня близкие. Мусульмане, мне вообще пофигу это. Кавказец, пускай он осетин, пускай он кабардинец, кто угодно, он мне близкий. Если эти кавказцы там стремятся к свободе и к своему самобыту там кавказскому, который вообще ни капельки не похож ни на арабский, ни на западный, ни на какой. Вот к этому самобыту, народы, которые стремятся, я просто хотел бы их видеть, чтобы мы вместе к этому стремились. Но я пока не вижу. Сейчас смотри, да? Ваши внимательно... шарикаты это никакое не Подожди, свобода, не подожди. стремление. Шарикат это одно из-под одного рабства в другое. И вообще там нет понятия свободы. Вот ты же сам сейчас говорил. Рабство, да? А вот ты можешь мне сказать, да, вот если ты рабством считаешь, мы рабы Аллаха, да, а вы же европейские ценности хотите, там же вообще ужас для человека. Какие европейские ценности? Не знаю, демократия, а что ты Конечно, хочешь? А какие мы законы? хотим европейские, например, технологии, Мерседес, BMW, Ауди Ага. всякие. Понимаешь? Да, мы хотим А законы, государственные институты, мы законы хотим какие ты хочешь? как европейскую Подожди, да, архитектуру законы, там. подожди, да, давай да короткими тезисами. Вот ты, а законы какие хочешь? Не технологии, законы какие хочешь? Законы тоже европейские, многие законы очень кайфовые. Сейчас смотри, да, сюда. Вот ты говоришь, Что что ты ты тоже... смеешься? Да сейчас, потому что здесь никак не получается. Сейчас смотри сюда, вот что получается, да? Если вот сейчас, к примеру, да, вот... Просто я хочу понять, что смешного я сказал. Просто чуть-чуть объясни, почему ты засмеял. Сейчас объясняю. Вот смотри, вот я тебе это давно хотел сказать. Вот я тем более начал сейчас смеяться, подошло это. Вот, к примеру, вот там, ну, когда вот первая война была, были в лесу, вторая война были в лесу, да, если третий раз такая возможность окажется, да, вот ты будешь в лесу и свои европейские ценности будешь, кому ты будешь это рассказывать? Вот мне интересно это. Вот Ну, чеченцам? смотри, у нас А, первую русско-чеченскую войну мы свои ценности отстаивали, и некоторые из них как раз и совпадают с европейскими, к которым мы стремимся по сей день. То это, есть подожди, да, ты мне не именно заморочишь свобода, голову. права Вот человека. сейчас, вот, подожди, да, послушай, да, сюда, смотри, Ибраим, Да, ты мне и голову не и заморочишь. мы в После первую Советского Союза, вот, и не мы в даешь сказать. первую русско-чеченскую войну отстояли именно на этих позициях. Да подожди, А да, когда подожди, вот да. этот ваххабидизм русский вот этот, он нам был закинут, там уже прокололось все. Да подожди ты, не прикрывайся, да, этими словами, да. Это когда первая война, это после коммунизма в себя не пришли, как пьяные с буду. Просто это один момент. Когда вторая была, это самое, там ислам чувствовался в рядах, в лесу. Или как? Я сам вот джамаате был. Только не вот в Понял. этом, который довоенный, вы там у нас аварцы всякие, даже с Крыма туда приезжали, какие-то всяких индейцев скапливали Ага. там в этом Сиренюрте и тогда вот этих лагерях каких-то военных. Вот эти Ага. все, которые разбежались потом после этого, я не об этих жамаатах. После того, Ага. как разбежались, вот уже партизанское движение началось, вот там я был жамаат. Я И, понял, я кстати, понял. дагестанцы тоже, вот я как-то пересекался, вот здесь, в Австрии, он Асланбек, один чувак. Вот с ним было человек 10-12, по-моему, дагестанцев. Тоже с ними пересекался. Не, я Да, тебе другую вещь да, спросил. Долго ты другой разговор переводишь. Если да, первую ты участвовал,
не даешь сказать. Если ты первый участвовал, там ислам очень слабый был. Второй уже, наверное, более-менее был. Правильно? Третий уже все, ты видишь, уже общество чеченское изменилось уже. Изменилось уже. Они ислам тоже хорошо знают. Вот про какую ты демократию там будешь говорить с автоматом в руках? Ты же Не, людей вот будешь смотри, смешить там. смотри, я тебе просто объясню. У нас изначально наша конституция, наше государство, оно светское демократическое государство. И его люди, которые отстаивали и отстояли его, пока вот эту хренотень нам не закинули, потом уже вот это началось. Через Дагестан взяли туда, затащили, и нас лишили государства. А вот именно в первую, вот эту русско-чеченскую войну, на демократических позициях, на позициях нашего государства, свободы, независимости, полностью вверх ногами поставили русских. Не так, чтобы пошли там, Россию захватили. Нет, так не получится. Это огромное образование. Но на своей территории все-таки поставили позу. А тогда смотри, как получается. Если дагестанцы плохие, да, ну, ингуши же тоже не были хорошие. Плохие дагестанцы, неплохие, ингуши неплохие. Кто говорит, что здесь плохие? Плохой, плохой, хороший, хороший. При чем здесь это? Ну, в каком плане? Вот если вот, я не Вот ты, знаю, вот например, дагестанцы, плохой. по сути, да, Ты вот вот, смотри, да, от тебя они нацизмом прет из тебя полностью, не античеченцем. прет, ни грамм не прет, не прет. Я знаешь, о чем говорю, да? Я знаешь, о чем говорю, да? Когда вот вторая кампания началась, вот смотри внимательно, вот когда поход в Дагестан был, народ уже... я тебе забыл сказать, там я вот это видео потерял, вот это вот чеченец, один чеченец, имам, говорит, по-чеченски он это говорит. Говорит, когда, говорит, уже, говорит, там началось движение, говорит, Басаев, говорит, на Дагестан, говорит, шел когда, я, говорит, сказал ему, не иди, говорит, Шамиль, туда, вас там не примут. Вы, говорит, на это рассчитываете. Вас там не примут, против будут люди. Почему? Потому что, когда у них в мечетях шли скандалы, ты вахабист, ты не вахабист, в Чечне что такое вахабист не знали. Что такое вахабист? Там у нас, говорит, это по-другому, там, говорит, по-другому. И все. Вот так и... А почему не... Это, ну, если не знали, сейчас что? Сейчас за каждого отвечать, я не знаю. Здесь масса причин. Я хочу тебе одну вещь сказать. Смотри, да? Вот когда вторая кампания в Дагестан, туда-сюда, народ там против, там вот чеченцы пришли, Дагестан захватывать. Ну, война началась, уже беженцы, когда идут, в Дагестане уже прохладное очень отношение к чеченцам. А вот Ингушетии же тоже было плохое отношение. А почему это было? Вот этот момент можешь сказать? Было. Чеченцы рассказывали, У которые у нас жили. дагестанцев и чеченцев в первую русско-чеченскую войну были хорошие отношения. Точно так же с ингушами. Да. Первую А вторую, русско-чеченскую войну вот были ингушами вторую, хорошие отношения. вот видишь ты это. А вторую войну, причина понятна с дагестанцами, почему плохая, а с ингушами почему были плохие отношения. Ну, точно так же провели Как? работу по как бы взаимному вот этому такому отдалению, что ли, или, ну, ненависти, я бы не сказал, да, ненависть тоже у некоторых там присутствовала, это видно было. То А есть откуда эта правильно, ненависть? Ненависть откуда? правильно Ненависть? сработали, потому что в первую там беженцы могли туда-сюда пересечь, кто-то больной мог поехать подлечиться и туда, и сюда, как в Дагестан, так и в Ингушетию. А вот во вторую уже сделали так, чтобы наоборот. И именно там начали с того, что вот это в Дагестане, короче, через эти джамааты туда затащили, и потом вооружили дагестанцев вот этим. Ты, кстати, ты тоже с винтовками там участвовал? Где? 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 Ну, вот с этим, с имамом Шамилем Маликовым, они тоже им винтовки раздавали, они стреляли в спину там. Имаму Шамиля Маликова. Понятно. Я в Москве был, во-первых. Я приехал, когда вот это все началось.
Во-первых, я этих, когда вот у нас вот, вот, к примеру, мы в мечеть когда ходили, в Хасавюрте, это приграничный город, имам мечети говорил, Мухаммад Саид говорил, что русским помогать не будем, с русскими вместе воевать не будем, сами будем воевать. Вот это он в мечети говорил. Да. Можно я ему напомню кое-что? Где-то года полтора назад вот я заходил к ним, вот Мухаджир сейчас это все вспомнит. Где-то полтора года назад у вас какой-то канал был, там у вас 5-6 человек все время сидело. Ты и еще какой-то молодой, и этот Шамиль туда то заходил, то выходил, короче. И, ну, говорили в основном трое. Остальные то заходили, выходили и так далее, слушали. Вот и я туда зашел и сказал тебе, что я литовец, если ты вспомнишь. Хотя ты подозревал, что я чеченец. И я тебе говорю, в Дагестане вам шариат нужен? Ты говоришь, да, нужен. А когда Шамиль Басаев к вам приехал помочь вам, почему вы его не поддержали, а наоборот начали, короче, как бы, ну, не помню дословно, но сказал, почему вы его изгнали оттуда, после чего и проблемы в Чечне начались, и война вторая. И ты со своим там братом сказал, потому что вы тоже там, ну, вы тоже как бы, ну, чеченцы тоже шариат там у себя старались сделать, они плохо жили, вы красивые дома не строили, поэтому нам такой шариат не нужен был, ты помнишь? Подожди-ка, я вот здесь, если есть мусульмане, я перед ними клянусь, валлахи, билляхи, я это не говорил. Красивые дома, про дома красивые вообще никогда не говорил. А ты сейчас откуда это выдумал? Выдумал вот это. У меня есть свидетель, подожди, у меня есть свидетель, и он тоже сюда заходит, и мы потом часто, долго обсуждали это, то, что вы там говорили. Красивые дома нету. Ты о чем говоришь вообще? Я сейчас, смотри, послушай меня. Послушай, ты литовец или кто вообще? У тебя-то акцент чеченский. Сейчас я тебе отвечу на твой вопрос. Ты говоришь, сейчас выслушай меня, Сейчас меня выслушай, да, там шла подполье воевала внутри Дагестана. Народ не встал их поддерживать. Против них воевал. Что тебе непонятно? Скажи, а? Что ты, Басаев пришел, его будут поддерживать, что ли? А? Там же у нас шла подполье воевала. Что ты мне здесь туфту какую-то вопросы задаешь? А? Почему это не сделали? Подожди, он вам помогал, решил помочь с установлением шариата, да? Правильно? Вам же шариат нужен был, не так? Кому вам? Вам, братьям-мусульманам из Дагестана, вам нужен был шариат? А ты послушай меня, вот меня сейчас послушай перед всеми. Вот этот муфтият, братья-мусульмане, входят, их же огромное количество там, они входят туда, который ты говоришь. Ты у меня спрашиваешь? Да, у тебя спрашиваю, когда ты задаешь вопрос... Что не входит? Подожди, откуда мне знать, что у вас входит, что не входит? Вы хотели шариат, к вам приезжал русский ФСБшник, этот, как его, не помню, фамилию, короче, этот главный ФСБшник. Степашин, да. И сказал, что у вас все хорошо, вы строите шариат, короче, на центральном телевидении об этом говорит, представь себе. И едет Шамиль Басаев, Хатаб и так далее, все, которые хотят шариат, хотят вам помочь. А вы что с ними сделали? А мы что с ними сделали? Я тебе сейчас скажу. Когда Масхадов отвечает за свою государственность, сейчас мы возьмем оттуда, прямо оттуда возьмем, он отвечает за свою государственность. Когда пришли Ботних, что он ничего не предпринял. Если вы переживаете... Масхадов ни при чем. Шамиль Басаев неподчиненный Масхадова был. Понимаешь? Масхадов тут вообще ни при чем. А при чем тут дагестанцы тогда? Подожди. А при чем тут дагестанцы, если там никто никому не подчиняется? При чем тут дагестанцы? Ты демагогию не устраивай, нормально.
он же тебе объясняет, что Шамиль Басаев неофициальное лицо. И если какое-то лицо идет куда-то, там, добровольческое какое-то движение, да, вот как русские ходили в Украину, Донецк, Луганск, то это не считается вообще-то преступлением. Сейчас давай, послушай, кто это со мной разговаривал, как его звать вообще? Ламанхо, смотри сюда, я тебе вопрос сейчас задаю, в Чечне нужен шариат? Нет, нам не нужен шариат. А Понимаешь? подожди, вот ты сейчас подожди. Багаудин просил помощи. Вы там уже устраивали шариат. Вот смотри. И вам пришли помочь. Что вы с ними сделали? С людьми, которые вам пришли помочь. Сейчас подожди. Смотрите, я короткими тезисами говорю, да, он начинает, смотри сюда, если Чечне не нужен шариат, да, начиная с тех времен, вот сегодня почему там носят бороды, почему там мечети строят, почему там люди, девушки, женщины закрытые, если не нужен шариат. Вот сейчас ты сказал, не нужен, а там он полный рост есть. Ты же враньем здесь занимаешься. Потому что туда пришла русская власть и насаждает. Когда там русской власти не было, там не были бороды, хиджабы. Иногда только были вот эти ваши уже ваххабистизированные вами. А так редкость это была. А сейчас там русские полностью насадили. Я понял. Смотри, да, это ваша проблема. Если тебя русские обманули, да, зачем ты мне претензии предъявляешь тогда? Зачем ты мне это претензии предъявляешь? Если русские тебя обманули или еще что-то сделали. Мне претензии. Не съезжай, демагогию не устраивай. Он же тебе я же еще раз говорю. Нет, я же еще раз говорю. Подожди. Я же еще раз говорю, да? Он задает дурацкий вопрос. Вам шариат нужен был? Он со мной на «вы» разговаривает, да? Нам нужен был шариат. Я лично с ними не договаривался, и против них я не был. Вот и все. Я и не договаривался, когда они туда шли. Со мной они не договаривались лично, чтобы меня сегодня обвинять. Вот и все. Тут всякие там эти разговоры ведут. Можно подумать. Ламухо, ты ведешь разговор к тому, что вот сейчас, если придет группа из Дагестана там в Чечню, как будто там встретят их, там, давай, да, тогда я тоже буду вас кафирами называть тогда. Тогда вас тоже буду кафирами называть от и до всех. Ну, от этого мы не опозоримся. Кафирами ты можешь называть хоть прямо сейчас. Нам от этого хуже не будет, потому что мы не собираемся быть братьями-мусульманами. Но... А зачем тебя это волнует? Сейчас смотри. Меня волнует то, что вы просили помочь. Ваша делегация была у нас в Чечне. Багаудинов, Хачилаев и вся их свита, понимаешь, это целая группа людей просила помочь. Ты правильно помнишь. Я тебе сейчас напомню. Я тебе сейчас хорошо напомню. А ты знаешь, какой договор вообще был между Багаудином, Басаевым, Удуговым? Какой договор был, когда шли в Дагестан? Ты знаешь вообще? Ну, напомни, если ты знаешь. Я напомню тебе. Ты лучше знаешь, я так смотрю, все договоры и так далее. А я сейчас напомню. Когда это все... Там было обязательство, если одна из сторон будет подвержена нападению, то другая обязуется встать на защиту. Это один из уставов. Ты зачем меня перебиваешь? Посмотри, Багаудин, Басаев, Хаттаб, еще кое-кто, они движутся со стороны Чечни. Это шло вон там у Хаттаба, у Русмартани, туда много дагестанцев приезжали и потихоньку обсуждали и привели к тому, что надо вставать и делать поход. Там был вот такой договор между Багаудином и с ними. И ему было, ты, говорит, ислам знаешь, ты будешь говорить, а мы будем делать.
А когда Дагестане поддержку не получили, Багаудин сказал, надо сворачивать, говорит, сейчас мы, говорит, испортим свою репутацию. Отказались, и Басаев отказался, и другие отказались. Говорит, кто хочет, пусть выходит. Вышел оттуда Багаудин, вышел. Там, вот этом Ботлихе, которые собирались ученые, говорили, мы, говорит, сколько работы на этих, на соболезнованиях, на тазиатах вели, что нам не нужны русские. Вот смотри, говорит, они как откинули, говорит, вот это, говорит, неудача, говорит, большая, говорит. Очень неудача большая. А почему тогда, если договорились, да, ты там говоришь, все прекрасно они делают? знали. Просто это был прецедент, чтобы напасть снова на наше государство. Задолго Да, до этого, вот, за вот год с лишним, это, год с лишним уже дальше. бюджет в Руснии был полностью Да, заложен, как никогда. вот. Огромное Абсолютно количество верно. бабла. Сейчас Да, смотри, всё. сейчас подожди. Подготовили. Я понял, сейчас послушай меня, я вот сейчас последний раз напрягаюсь, больше я здесь ничего не кричать, не это. Сейчас смотри внимательно, сейчас послушай. То, что ты сейчас сказал, ты это правильно сказал, да. Я же за это говорил. Вот смотри, я в то время был в Москве, я этих Ачалаевскими, нет, виделся там. Они говорят, вот скоро посмотрите, что будет. Посмотрите, что будет. Вот так они говорили. Я уже знал, что там будет. Когда уже Ботлихе было, я живу в Хасавюрте. Я сказал, там что-то намечается. Там что-то намечается. Если я это знал, почему ни Масхадов, другие не знали это? Что вот так оборотка пойдет обратно. Почему они не знали? Они же ответственные лица. Вот я простой человек, там, своими проблемами, там, в Москве, там, своими удачами, своими и неудачами, там. В те времена было тяжело уже, вообще, менты, выйти на улицу нормально, ваши документы, давай ментовку, давай. Да ни с кем встретиться не получалось вообще. Сейчас нормально? А? Сейчас нормально? Сейчас честь дают, сейчас говорят, проходи, дорогой, ты наш. Вот. То есть после того, как дело сделано, стоило, всех вернули, то теперь можно и честь отдавать. Ну, я понял, да. Позитивно в Вот телевизорах сейчас говорить. смотри сюда. Вот сейчас Не смотри говорить сюда. террористы. А кто за это все вообще, этот Масхадов вообще за что отвечал? Почему ты ни раз это не говоришь? Он за что вообще отвечал? А? Что любой поход можно... Президент нашего государства. Вот смотри, я тебе сейчас... Я не просто, чтобы защищать Масхадова, я много тебе негатива могу рассказать. Я Масхадов как раз вот до твоего вот этого визита, я тут 2 ролика про него показывал. И эта критика, она нам, это нашему обществу, нам это надо знать, что со всяким говном, я извиняюсь еще раз за натурализм, со всяким говном шариатское, там, исламское, вот такие базары, с этим заигрывать нельзя. Никогда нельзя в это играть. Нужно всегда в интересах своего народа, своей нации вот так действовать. Ну, конечно, не с вредом для других. И тут без какой-либо проблемы мы сами критикуем и себя, и пытаемся как бы общество как бы информировать, чтобы по граблям не ходить. Но тут возникает вопрос, если провести аналогию. Почему в Русне Путин, его бойцы нападают на Донецк, Луганск, на Крым? Действующие офицеры с действующей российской техникой. И в России сидят, называют их просто добровольцами, которых Путин сам это дает интервью, говорит, что он это даже не поедете, даже это не понимаете. Что у них по международному праву есть такая как бы возможность, и у них есть права, и они могут сами, это их выбор. Ну да. Вот как ты говоришь, так все правильно, если было бы, да? Я не знаю, вот там вот как эти там, ну как в Европе люди спокойные были бы. Там-то вот когда перед ребенком ставят какашку и конфет, если он конфет не взял, какашку взял, это уже
нездоровый ребенок. Вот вы и есть это, которые не Еще конфет раз берете, а повторяю для какашки берете. нашего И это, общества, не бесполезно слушайте это вот вам этих что-то говорить. людей, которые вам Мгм. по ушам проезжают, а потом вас будут называть, возьмут вас, затянут, вас там убьют, шахидами из вас делают, все что угодно, ваше государство под русских Я полностью понял. подожмут, а потом вот такие люди будут стоять и говорить, вы бандиты, вы почему не остановили, и все, вот такую штуку, что нахче говоришь. Я бандитами и не называл, я и бандитами не называл. Сейчас, если Дагестан, если там ну, имеется в виду, да, народно избранный, действительно, которые воевали, если он ничего не делал, если я его прикрываю вот так, да, это что, незаметно будет? Это незаметно будет? Там кто Что вообще ты кому хочешь слово сказать? мог? Это как было, так и было. Это сейчас придумывать можно. Вот вы вот говорите, да, да, вообще вот это все, да, вот Мухаммед, это я кяфери, тебя, то, что я тебя не навязывают, пойму, то, ну, что тебя, навязывают я-то всем. тебя, может, пойму, но ты вот вроде бы ты за шарикат, и тут же ты против, короче, там, тех, кто к вам шел, как сейчас Лайман объяснил, к вам пришел устанавливать шарикат, ты против них, тут же ты за шарикат опять, тут же ты против. Это, Призывают смотри, всех чеченцев каким-то шарикатом опять. Ты Мгм. определись уже. Вот этот Мулла Шамиль для тебя потом герой, который против Русни воевал, тоже бандитом, который был по твоей логике, да, как Масхадов, Басаев, как я. Я Тут же тебе, послушай, да, я Масхадова, я, послушай, да, сюда. Бандитами я их называл, потому что они бандитизм оправдывали. Это от них исходило. На Басаева я тут так особо ничего не могу сказать. У меня есть, я анализ вел, я чеченский язык знаю, я много ролики разные смотрел, разных времен, да? Да? А вот этот Масхадов, его лечили со стороны, так и не вылечили. Почему? Потому что он сидит в подвале, идет война, его жена в Европе, его здоровый сын в Европе, ни стыда, ни совести. Имам Шамиль замуж, говорит, вышел за русских. Сам был 25 лет замужем, я вам сейчас ролик выставлю, который я горжусь этим мундиром, который говорит, убийцы вот народа, за него, поэтому у который тебя одели. ненависть, поэтому у Да, тебя к нему вот у меня ненависть за эти ненависть, да, слова. вот у меня А ненависть, он да. там прав, он говорит, что я сделаю хорошего, если как, хотя он не прав там, он говорит, что будет хорошего, если я как Мулла Шамиль выйду замуж за русских. Он там не прав, Не потому что там сказал, замуж выходит. Валла, не Да, сказал, если я выйду замуж. подожди, Я тебе не сейчас этот ролик перебивай, выставлю. не перебивай. Ладно. Ну. Что он сказал? Давай, подправь сразу, подправь. Он сказал, Тауступгина, о том, какие-то имена называл там, он остановил, тот остановил, говорит, имам Шамильс говорит, Шара, говорит, угрвай, как он это говорит, наших этих самых, Угор, думал, что объединяешь кем-то, форма. Да. подожди, я сейчас говорю, да, который в огонь, говорит, нас загнал, говорит, обманным путем, говорит, и потом, говорит, а сам пошел, говорит, со русских, говорит, замуж вышел, говорит, не вышел Ну, замуж, он писал я с ним он писал в этом. заявление. Да, теперь ты меня поправил. Окей. В этом я полностью с ним солидарен. Единственное, он где неправильно высказывается, что Шамиль вышел замуж. Шамиль не вышел замуж. Шамиль изначально был замужем, когда его перекинули. Вот, смотри. Да. И ты никакого Он отношения к нему не имеешь. Ты кто такой вообще? Я понял, Кто? послушай. Ты А ты кто кто такой? такой? Ты, который по легенде Шамиля его оттуда вышвырнул из Аваристана, из Дагестана. Ты Ага, кто? Ты вообще? подожди, Не, да. смотри, я тебя не обвиняю. Вы правильно делали, что вот этого агента у себя не оставили. Да, Я чтобы понял у тебя. вас там, Я тебя понял. чтобы он у вас там смуту наводил. Это правильно, я наоборот, как бы, восхищаюсь тем, что вы сделали.
Ну, сейчас вот, к нам перекинули этого человека, этого мулу. Мы берем из него, делаем вот этого Ага, ага. наставника религиозного. А И зачем? теперь Зачем делаете? спустя там 100 с лишним лет, да, спустя 100 с лишним лет ты что-то хочешь, на него ты какие-то права имеешь, что ли, на этого шамиля? Ты А вообще ты там имеешь? сбоку где-то, А со ты стороны, имеешь? вообще там, ой. Не, Халадога, вот Масхадов же пошел этот русским служить. В каком году он пошел, да? Там еще люди умирали, вот это в Казахстане, которые это самое, да, от этих разных болезней, от голода, от холода. Он пошел русским служить. Масхадов пошел русским служить. И вот это, когда он в подвале сидел, вот это видео записывал, да, его жена его и сын в Европе были. Ничего, я вот сейчас, в данный момент, стану адвокатом его жены и сына. Ага. Почему они не Вот, должны быть? сейчас давай Да, следующий вопрос. подожди, Подожди. не спеши, Подожди, не я спеши, сейчас я пару. еще не ответил. Я вообще-то его женой абсолютно ничего позитивного не могу сказать, которая там поехала на поклон под русским. Не, я не об этом, я не так сказал. Смотри, то, что он там свою жизнь отдает, этого как бы достаточно. Он как бы доказывал. это тоже, И Масадов, он как бы там дров не наломал, что бы то ни сделал, никакая гнида его не может упрекнуть в том, что он как мужчина закончил. Вот сейчас смотри. Это харакири. Это сейчас смотри, это вот эти японцы, буддисты тоже это делают. Сейчас смотри сюда. Как мужчина закончил. Сейчас смотри сюда. Я рад, что у нас все наши вот эти руководители какие-то, они заднюю дали. Да я понял. А вот эту форму, вот это заявление, которое он русским писал, что он идет им на службу, и эту форму он как мужчина носил 25 лет. А? Когда эта форма была? Советская хренотень, когда была? Вот когда советская хренотень, если ты говоришь, советский солдат выселял чеченцев, вагоны грузил, они там умирали. В Казахстане умирали. Да, советские. Вот эта форма, которая на нем была, вот в этой форме, вот эти солдаты, офицеры, они НКВДшники. Вот они грузили это самые вагоны. Ну, вот и все. Вот, пожалуйста. Ну, смотри, дело в том, что в отличие от вас, там, от других наших кавказских соседей, нас полностью под прессом пропустили. Половина населения уничтожили во время этой выселки, геноцида. И потом за инакомыслие там на месте без вести теряли. Потом на нас полностью сконцентрировали все вот это, как сейчас там, да, в Чеченской Республике. Ты не можешь пикнуть, то есть ни в какое-то инакомыслие проявить там нет возможности. Не. И вот так, когда в такой среде вырастает, когда целое поколение в этой системе вырастает, вот в отличие от вас, вы-то добровольно, как бы под-русски, а тут на тебя полностью сконцентрирована вся вот эта вот руснявая пропаганда, вся вот эта, все их институты, и тебя пытаются обрусить. И все равно, представь, не получается. Представь, все равно опять за свое взялись. Вот как русская пословица, сколько волка не корми, все равно в лес смотрит. Это как раз про нас. Смотри сейчас. Сейчас смотри. Вот этот момент я не закончил, да? Вот когда я говорил, Масхадова жена и сын в Европе были, да? Имам Шамиль, когда был в Гунибе, его даже не то, что жена, его даже зятья с его дочками, слепая сестра там даже была. Он этим не занимался. Это, во-первых. Сейчас смотри, что получается. Его сын сидит. Да, я сейчас скажу. Он один сидел в подвале. И он свой народ тоже подставил. Вооруженный, его сыновья вместе с ним. Он ездит в хадж свободно. То есть он нормальный. Сейчас выслушай.
сейчас выслушай до конца, сейчас меня выслушай, да? А когда вот этот Анзор Масхаду... Ты знаешь, что перебиваю. сам пророк из могилы, салам Да алейкум, подождите, ты подожди, да, это твои... Тогда я сейчас полезную вещь скажу, люди послушают, да? Когда Анзор Масхаду ведет ролики, который без ноги попался в плен, который там Ханбиев перешел, там все грехи эти рассказывают, который убежал, там сидит, убежал, да? Потом его мама приезжает в Чечню и хвалит Кадырова, убийцу своего мужа, да? Это нормально, никто ничего, все, свобода, свобода. Это я тебе сам сейчас, наоборот, сказал, негативные вот эти моменты, я тебе сам сказал. Это абсолютно не проблема. И даже то, что среди нас сейчас кадыровцы появились, это тоже не проблема. Я, конечно, против таких мудаков. И как бы не хотел бы, чтобы ни одного среди нас не было такого. Но после такого, после того, дай мне досказать, я тебя выключу, дай досказать. После того, как выключу микрофон, да, после того, как нас столько через пресс пропускали, вместе с вами совместные операции делали, нас затягивали и Дагестан, и всякие, проститутка вот эта, Хаджиев ваша, которую наша девушка подорвалась сама с ним вместе, ШД доковалась, короче. Просто истерва, да, и даже ему, даже там еще надо это расследовать хорошо. Он роддом захватывал в Чечне, да? Роддом захватывал, да? Да, я договорю сейчас. После того, как вот так вот нас всем, можно сказать, даже миром, да, там замочили, после этого, вот сегодня ты видишь, да, с Русней, когда столкнулась Украина с оружием всего мира, ничего не получается. Вон Трамп видел, задница виляет в Аляску, туда-сюда бегает, прыгает, как наложница Путина, я извиняюсь, перед американцами. Я не считаю американский народ таковым, но вот эти вот грубые, да, я высказался, но вот эти вот поведения, да, оно, ну, как бы без единого выстрела. Подожди. Это поведение, оно без единого выстрела, понимаешь? Представь, вот такая держава Америка. Без единого выстрела Трамп вот так вот крутится вокруг Путина, и с ним заигрывает, Европа с ним заигрывает, все. То после вот этого всего, то, что мы в одиночку нас перемололи, абсолютно не проблема, что даже вот такая хренотень среди нас появилась, понимаешь? Без единого выстрела, даже пистон не выстрелил, вы стали сразу под русскими. Ты меня извини, но я как есть выскажу. И ты видишь, чуешь разницу? Без единого выстрела, да? Вообще пистон Без даже единого. не взорвали. Пистон, знаешь, вот такой, там бьешь. Я смотри, да, сюда, я понял тебя. Вот сейчас, если ты был бы мусульманин, но нацист, я сказал бы, поклянись Аллахом. Я поклялся бы Аллахом, да, что мы много чего сделали. У нас, сейчас смотри сюда, да, вот недавно, сколько-то лет назад, да, 10 лет ментовская машина Хасавюрте не ездила. Это в Российской Федерации. Ментовская, они, гаишники, становились 2-3 гаишника и 10 ОМОНовцев, если хотели документы проверять. И все. Пистон мы не выстрелили. Пистон, мы их под поле загнали, а ты говоришь, пистон мы не выстрелили. Так это ваши внутридагестанские разборки. Причем тут Ну да, ты что, пистон. против России, что ли, что-то? Ты же свобода, что такое, не знаешь. Ты хочешь быть русским Свобода. шариатчиком. Одна ваша часть хочет стать под русскими шариатчиками, другая ваша часть хочет стать под русскими там чисто светскими людьми. И вот эти разборки между вами, кто лучше, короче, перед этими своими хозяевами там будет выглядеть, кто более там мощно, кто более лучший порядок будет держать, они на вас и делают ставку, и все. А при чем тут ваши внутренние какие-то вот эти разборки, стать как бы показаться лучше перед русскими? Причем как это ты можешь связать с какой-то борьбой вот такой против русских? Хорошо.
Сейчас хорошо. Тогда ты сам себе тут противоречишь, да? Вот то, что Басаев оттуда выдвинулись, Удуговы, да? То, что ваше внутреннее дело не справилось с ними, да? Они вышли из-под контроля, да? Нет, А при чем тут нет, дагестанцы? нет, При чем тут такое дагестанцы? внутреннее дело у нас нету. У нас, А что есть? у Что нас есть? межгосударственная война, то есть русское государство, в которое ты Ага, входишь, и наше ага, государство в состоянии войны. И ага. все вытекающие оттуда вот эти действия, последствия, они именно исходят из вот этого межгосударственного противостояния. Алло, 29. Понятно. Да? Ну, обвинял же ты, Дагестан же обвинял, что вот так, из-за дагестанцев мы государство потеряли. Что за слабое такое государство, которое Нет, государство теряет за ну, кого-то, за я что-то? весь дагестанский народ вообще туда не это, потому что там вообще не в курсе люди, женщины Ну, какие-то, дети. А ну, именно вот эта часть мудаков с сейчас, бородами, вот подожди, эти. сейчас вот до тебя, вот это Ламанхо говорил вот так. Мухаджир, вам шариат нужен? Я говорю, да, нужен. А почему Басаева? Вот такие вот дурацкие вопросы. Ты же не реагировал, чтобы здесь зря времени терять. Не, ну, Ладно, на сегодня, может, хватит. Смотри, ты не Мухаджир, знаешь, можно смотри. вопрос? Мухаджир, Ага, после твоего вот откровения, можно вопрос? давай. Нет, ты сначала с Ибрагимом договори. Мы сейчас по кругу одному и тому же ходим. Договорил я-то хотел выйти уже. Ибрагим, там ноги валил. Мегун, виско. Мухаджир, Только, почему? только Ага, прошу без ага, агрессии, это нормально можно ага. поговорить. Пускай Окей. он какая-то сторона противника, но Дархазвиллаха нормально, все равно. Вообще ноль агрессии. Мухаджир, смотри, вот Дудаев и Масхадов носили кители, формы российские, но они как бы их убили. Не важно, как они начинали, а важно то, как они закончили. Почему для тебя имам Шамиль, который сдался и умер своей смертью, герой, а Масхад и Дудаев как бы не герой? Посмотри сюда, вот смотри сюда, да. Я вообще-то, если вот эти вот ненужные вещи, если не были, я вообще, ну, много кому я ничего не говорю, потому что у всех людей бывают там свои ошибки, да, на своем уровне, да. Дудаев и Масхадов, да, вот это вот оттуда прям прямиком с Казахстана они пошли служить своим врагам. Какие они герои? Что это, Ну как это хорошо, ты называется? пионера был в школе? Присягу давал Я, пионерскую. послушай сюда. Я же этим не хвалюсь, как вы хвалитесь за Дудаева, за Масхадова. Я же этим не хвалюсь. Это же, это же не было так. Смотри, вот я пионер, я октябренок, Ну, я, да? Это же... Мухаджир, ты говоришь так, как будто бы кто-то здесь хвалится под русскостью, в отличие от тебя. Это подрусскость, это наоборот стыдно для нас, то есть быть подрусским. Ну, Подожди, для подожди. вменяемой, скажем так, для вменяемой части Мухаджир, какой-то. Подожди. Мухаджир, Я хватит понял, вилять. да. Не виляй же, подожди, Мухаджир, что ты виляешь? Тебе говорят, что имам Шамиль Сам ты не был, виляешь, слушай. подожди, Черт, не уйди был, отсюда. он не был, Сейчас иди, смотрите, я не это буду. самое. Короче, Сейчас смотри, я смотрите, да? Вот тебя когда говоришь, выключу. Короче, слушай, Мухаджир, вот это твой имам Шамиль, твой любимый, он не был в кителе, он там якобы не был в кителе, пришел, там натворил делов, и потом ушел в китель. То есть ты имеешь в виду обратный процесс, да? Ну, он убежал уже, да, он просто, что он запутал всех тут сидящих, до там, Масхадов был в мундире. Масхадов молодой Да, пошел это в мундир. типа если бы Масадов не был бы никогда там какой-то русской вот этой школе, в советской вот этом движении, да, где-то в горах как бы
будучи, я не знаю, абрейком, вырос бы каким-то образом, потом возглавил бы сопротивление, и потом в последний момент одел бы русские погоны и стал бы под русский флаг. Вот так, да? Да, да, так было бы справедливо, а то он тут получается так, а там так, короче, путает, подмены понятия делает вообще. Не, вообще, мне не интересно ни капли обсуждать с аварцами, с даргинцами, с кутузовцами, я не знаю, там, с черкесами, с кем угодно, с американцами. Нашего Ибрама Шамиля. Пускай он по национальности аварец или там, я не знаю, португалец. Это наш, даже этот Батиста Баэтти, это тоже наш продукт. Пускай он Батиста Баэтти, то есть это наш дебилизм. Если мы что-то неправильно делаем, это наше внутреннее какое-то дело. Причем тут аварцы какие-то, итальянцы, я не знаю. А вот почему им так интересно вообще, чем мы тут, кого мы героем считаем, не считаем героем, причем тут, зачем они вообще сюда заходят, этим интересуются? Какая разница? Может, мы хотим быть предателем, мы хотим быть под русскими, не хотим. Какое ваше дело? Вы же не идете за нами, когда мы хотим быть под русскими. Вы не идете за нами, когда мы хотим свободы. Что ж теперь происходит? Чем вы не... Когда мы идем под русскими, вы недовольны. Когда мы хотим свободы, умираем, вы недовольны. Чего они от нас хотят вообще? И еще один Ладно, момент. весь Тахил на улице, пускай Мухаджир на сегодня все, он сказал. Он Я здесь, не знаю, он руку тянет, руку тянет. напоследок, окей, Халатин, Халал, то пусть там выскажет. Здесь он или где? Что-то не получается включить. По-моему, он уже ушел, это подвисло. Вот еще там момент, сидит он в России, хочет быть под русским. Ya А изам ерунда, тут вот хажа Альберт, это все ерунда. Просто вы в публике, сажа 55-60, только что нет, ладушайна. И отбитиш, отбитишуш. Отбитиш, те шарикат, отбит, те жуна, братья мусульма. Я те юка давай, даюлаш, да, те давай, тана. Палестине, Пакистане, ve bu kutu, короче, да. Ama тех, конечно, его будет именно идеологический план. Ama тех, понимаешь? Я понимаю, на каких-то дружеских отношениях, санкции дружить, то а какой-то соседские отношения шли и идеологические. Вот просто я научился видеть, так из Мадуцер именно и идеология лило швеш, это все гибниковые темы. Чистая идеология. Хочу усиль. هنادن شون شركات ليزي شركات ليزي يخبطوا جي كروتش ده سواي مسهم نادو مدو شركات كتيم просто хотя бы ошлил, да, шарикат, вот знаю, вот сталил, ваш еще там, я не знаю, кружок юкалил дальше, еще шарикат, вот с Дагестана хочу его шиши, от альбома хочу его шиши, ему сами именно через эти темы, шедемеры, да, вот штука. не получается, Ибраим, понимаешь? Они уже с одной тарелки едят, уже не получается. А с одной кастрюли едят они суп, и не получается, понимаешь? Разделиться не получается. Все равно где-то в каком-то месте на кухне лучше видишь, хочу вообще качу, они встречаются, они Да, состыковываются. представь тут же, что шарика цадиези, что бьехом, что шарика, он цадиез, что надо, ислама, он цаола, что он надо, что и что их тут же, короче, что масса дав умая, что баса бандит, что надо, наш бандит, что. И даже наоборот, диквох маду из что не доработки, и хагар дик маду из наоборот. وشو وي وتسيلو ده تو شو ладно, я понимаю, это джамаа шла юлин,
и гуюсь. И лагерь шаилан военно, короче. Тига табичба уж лахтенер. Это пичур череш на хаис. Еще я вел препарат, еще я юж, я могу полностью ехать дойче, короче. Еще на наркоты хавин. И просто дует сердцу хайна, хунаден, чунот ютти, tahunadен, это дым не без огня, и просто так, да. Это бич, чтобы уж тебя просто представить дальше русню, которая, короче, через вот этот инструмент религиозно-радикальный, чтобы они не применяли каких-то этих, просто 100% тебя через вышел там препарат, короче, да, вот, от Джамакатовски, от Хуманца, юные назад завлекать твои, короче, да, именно в эту среду, затягивать твои эти учебки, вот мы уж лил майна, короче. Сухайнахам уж лили нер, инстаган маяти, я уж, короче, самолчаном ходю, уж тагана я. Один от квертатиш, разных следен. Шайл, идеологически, нам бол, школпейди, хаду и цуги яунна, короче, танна ген, вот, уже, короче, хаду штука, что я лишь попешле, будет хинбол, он хинбол пешле, будет уже хаду лишь, будет. Ибраим, да, еще я шхунбу. Они чувствуют, карардол, что это, да? Мы уходим из-под рук, уходим, они чувствуют уже, разговаривают, они понимают, догоняют. И еще они хотят вернуть назад, обратно в стойло свободных людей. Дешин, лага, чуа ушуны. Ну, И там, и вот, чуку чуаки, 25 термовой постоянно аж точек были. Ибраим, ты хвал, блядь, чургаялся. А по-русски аж есть, по-русски аж был, реза был, комфорте аж был. И почему-то они хотят свободу Палестине. Они себе свободу не хотят, потому что будут жертвы, потому что это опасно. А вот Палестине они свободу хотят, потому что там, знаешь, как выглядит? Это как будто бы желать палестинцам побольше жертв. Типа вы, короче, воюете, там, сопротивляйтесь, пусть вас убивают, а вот мы не будем за свободу воевать, а вот вы воюетесь и несите жертву. Это как выглядит вообще? Если бы вы Очень вышли бы, просто для боролись нормального бы и человека. проливали бы кровь, вот вы вышли бы и наравне с ними, вот тогда вы могли бы еще морально имели право говорить. Вы знаете, чего что Сейчас. должны делать? У вас транспаранты, знаешь, замолчи. Транспаранты, знаешь, какие должны быть у вас? Подожди. Паузу Так у сделаю, я вас, скажу. хорошо, Я сейчас скажу. У вас транспаранты, знаешь, какие должны быть? Так, короче, палестинцы, сдавайтесь, покоритесь Израилю. У вас будет все хорошо. Вот видите, как мы под русскими живем. Вы тоже будете жить. Вот так же будете жить. И вот так мы должны говорить. Сейчас смотри, внимательно слушай. Смотри, ты один маленький момент пропустил, да? Ты видел, что там аэропорт был захвачен, гостиница окружена, что больше 100 человек сидит, строка получает, да? Ничего мы не делаем, просто желаем жертвы. Давай, Палестина, свобода, воюйте, умирайте. Мы ничего не делаем. Вы в турбины самолета заглядывали, это вы за свободу боролись? Сколько человек посадили? 100 чем-то Подожди, человек уже получили. Вы Что за вы? свободу боролись? Вы за свою А? свободу боролись там? Вы в Мы за свою аэропорту за свою свободу. свободу? Ты за палестинцев Не, только что подожди. говорил? Ты за палестинцев Нет, говорил только что? Я вы тоже в говорю за аэропорту. палестинцев. В Да. аэропорту вы за свою свободу Это боролись? что, за Да, палестинцев, за что ли? нашу свободу мусульман. За нашу свободу мусульман, палестинцев, да. А ты не хочешь, Мухаджир, туда с оружием в руках переместиться? А с чего ты взял, что я не там? Ну, судя по скорости твоего интернета, ты не там. Ну, видишь, плохая у тебя информация. Ты не с теми людьми,
контачишь. А как там в Газе? Что-то у тебя выстрелов, ничего не слышно, там же вроде война. Не-не, потом узнаете, потом. Сейчас пока рано. Да, ну, что тут сказки рассказывать. Просто Я видишь, ты как бы туда, никто не хочет из вас переместиться, хотят в турбинах искать каких-то евреев, или Ну, хотят мы из-за чеченцев того, закинуть что, туда. смотри, мы из-за того, что в турбинах искали, да, 100 чем-то человек уже вон огромные срока получает. Да. Ну, кого-то там сюда затащили, тоже Да, из-за 100 чем-то дебилизма. человек, 100 чем-то человек. Да, вообще полный тупняк. Ну, там, Полный, вот, бессмысленный. смотри, вот по Северному Кавказу, да, Кабарде закинули незаконченную синагогу, покрышку сожгли, Карачаево-Черкесии женщины вышли, в Дагестане аэропорт. Просто евреям сказали, да, вот, ну, как бы это начало, чтобы по всему миру, чтобы себе место искали они. А место им тяжело найти, уже их каферы тоже ненавидят. Вот и все. Покрышку сожгли, это, да, серьезный джихад. Вот так держать, братья. Вот. Не, В следующий не, вот раз это, тогда ты что-нибудь Мухаджи, сделай, Мухаджи, у тебя будем В Газе спрашивать, что надо. делать. Хотя бы в Газе бы сожгли бы. Ну, он же Ну, говорит, один пистон не стрельнули, один холостой патрон не стрельнули. Ну, покрышка вас не устраивает. Я тебе говорю про свободу, а не про дебилизм какой-то. А какой дебилизм? Какой? А что за дебилизм? Чем мы там страдаем? Где? хулиган. Где мы страдаем? При чем тут синагоги, покрышки кидать? Чё? Ну, про Палестину же вот этот вот до этого человек говорит про Палестину, что мусульмане, дагестанцы говорят свобода Палестине, они наоборот разжигают, а сами Я, подальше стоят. Вот так я говорит тебе он. не про я не этого так человека. говорю, не так говорю. Ну, Я, свобода Палестине, мы кричим, мы кричим. Мухаджир, еще Ладно. раз объясняю. Еще раз объясняю, смотри. Ты сидишь под русскими, русский твой враг, ты говоришь, но ты сидишь под ним и не дергаешься. Но ты И в это Иман же в А ты Шариф для самое тебя дергаешься? время, герой, который против Русни. а Не, сам вот подожди, сидишь под подожди. русскими, не дергаешься и говоришь А ты палестинцам дергаешься? дергаться, идите воюйте против Израиля, говоришь, Не, а сам против я России не понял. воюешь. Я понял тебя. А ты дергаешься против России? А Ты при чем тут я же за Палестину не топлю же. не топишь? А какая тебе разница, кто топит, кто не топит тогда? Нет, Почему тебя это волнует? Я вообще-то топлю за то, чтобы вот этот проект Палестина закрыли и перестали мучить этих людей, которые там живут, чтобы Русня перестала, Русня, Иран, по партнер русских, потом Северная Корея и так далее, и Ливан там, чтобы они перестали вот этих людей туда против евреев гнать. Зачем этих людей мучить? Вон в арабском мире 22 государства, мусульмане. Аккуратно расселить их, и все, там это закончилось бы давным-давно. Почему? Расселим. Вот Скоро так нельзя эти, это зарешить? Мухаджир, так там нельзя у это нас, решить? вот эти евреи написано, что они потомки свинь и обезьян. Этих обезьян будем расселять везде, по деревьям там скоро. Это так без конца не может В смысле продолжаться. Все ваша меняется каждый день. Ибраим, Россия будет расселять евреев? нет, смотри, Ибраим, каждый день все меняется, да, вот все меняется, да, вот увидите в этом направлении тоже есть. Люди думают, люди занимаются этим. Иншаллах, вот этот момент упустили, 100 миллионов человек в Египте, там переворот сделать, да, захватить Израиля не будет просто. Просто не будет ни Ну, Израиля, ни американские базы. Мусульмане, я понимаю, сейчас смотри, я когда... понимаю, что там путинские будут. Нет, вы говорите это, просто так вы говорите, да. Это. Да, вы это Путинские говорите. базы там будут. И ты вот то, что ты сейчас озвучиваешь, это намерение русских и Путина.
Ну, пусть даже Израиль, они северокорейские твои фантазии. они Ага. полностью, твой Путин и Русня полностью в своем памперсе утонут. Этот Ага. Израиль не сломает. Окей, окей. Иншаллах, посмотрим. Это при моей жизни будет. Вот и при моей, вот мне сколько лет Ну осталось, вот, да, когда я буду будет, свидетелем. тогда и скажешь. Пока, короче, ничего подобного Я там знаешь, не почему начнется. говорю? Смотри сюда, Ибраим. Это Аллахом проклятый, Богом проклятый народ. У них в каждой семье есть один урод. У евреев. Хорошо, обрати внимание. Они не понимают этого. Поймут очень хорошо. Их отсюда обстреливают, когда Иран шандарахнул по ним, по городам ракеты. Ихние политики, эти журналисты такие неуверенные. Они правила не придерживаются. Они придерживаются правила Палестины. Да, они придерживаются. Это все будет. Будем свидетелями. Я не Мы пойму, каждый ты день что-то живого, видим. ты когда-нибудь живого еврея вообще видел в своей жизни? Живого? Сколько видел, почему не видел? И что он тебе сделал? Что у тебя с ним? А я ему и не сказал, что он мне что-то сделал. А что у тебя за проблема с евреями? А? С евреями у тебя что за проблема? Ну, евреи – это израильское государство. И что у тебя с ними за проблема? Что Ну, проблема, не что надо. они вообще не должны существовать на этой земле, планете. Вот и все. Потому что они Кто с это тех сказал? веков, подожди, Ибраим, подожди, с тех веков не мусульманами проблема, с Европы везде погромы еврейские были. Это не мусульмане проблема, Османская империя их, наоборот, приютила. Их приютила, их там испанцы эти уничтожали. Я не пойму, ты лично где с ними пересекался? Ты вообще, кроме русского телевизора, на них через что-то другое смотрел? Мне не надо смотреть, я и так знаю, я же здесь не буду все говорить. Просто там ситуация такая, я одну вещь скажу, одну простую. Они самыми грязными делами на этой планете занимаются, вот этими всякими вирусами, всякими вот этими махинациями, У всякими этими тебя банковскими есть у тебя вещами. ссылки какие-то, доказательства? Да, да, да. Ты на каком языке это все изучал? Их махинации, вот это все. Где ты Я? эту информацию? Я питаюсь светом твоей мудрости. Где у тебя такая информация? Где ты ее берешь? Ну, я, знаешь, да, у меня своя жизнь, я чем интересуюсь? Ты-то чем-то интересуешься. У меня есть своя информация. Нет, Я здесь не буду все это ты говорить. просто за Европу, когда за евреев рассказывал, что в Европе, в каком государстве был вообще, чтобы знать, что здесь происходит. Я не был я в государстве. А зачем мне надо? Ну как ты Зачем мне можешь надо? знать о каких-то заговорах всемирных, о банковских махинациях? Откуда у тебя такая информация? Ты что, в спецслужбах работаешь русских? А зачем работать? Обязательно работать, что ли? Ну откуда ты это все черпаешь тогда? Из Я тебе русского еще раз телевизора? говорю, подожди, у меня не секретная информация. Я просто интересуюсь, я это запоминаю просто с маленьких лет. Я это запоминаю просто. Вот есть у каждого человека, что его, какой-то свой интерес. Вот и все. Короче, Мухаджиш, давай уже можешь как бы быть Фаргат Хамагадун, может, нормально мы поговорили. Ну да, да. Можешь еще в следующий раз говорить, уже слишком много, все Покайтесь, равно. это Ибраим, покайся, покайтесь, всех тоже призови своих, покайтесь, у Покайся, Аллаха грешник, просите, Аллах милостивый, покайся. покайтесь. Покаяться и что дальше? Дать еще что ли Карамахи Чабан Махи, чтобы
или что там. Я супер, послушай сюда, вот смотри, вот я тебе один сейчас простой вопрос задам, бесполезно вам задавать, ну, самый последний простой вопрос я задам, да? Вот, к примеру, вот сейчас давай вот так возьмем, да? Вот Чечня, да, вот она свободная, вот Чечня свободная, да? Завтра, вот у нас были в горах такие места, там это вредные вещества, радиация появлялась, переселяли эти села, да? Вот в Чечне это начнется, вот, к примеру, вот, ну, какая-то радиация. Россия предложит где-то на Дальнем Востоке. Вы не согласитесь? Тебя Не плохо в согласитесь? конце было слышно. В Чечне, если что начнется? Вот смотри, у нас, к примеру, в Дагестане были, где эта радиация выделяет в горах, эти села переселяли. Это было. Вот, к примеру, в Чечне, если оттуда из-под земли какая-то радиация пойдет, это свободное отдельное государство. Да, вот за что вы так сильно это самое страдаете. А вот завтра, вот, к примеру, да, вот я имею в виду сегодня, вот завтра появилась бы там радиация, и Россия сказала бы, вам не зачем умирать, да, там, вот мы вам даем на Дальнем Востоке землю. Не согласились бы? Зачем нам в Дальнем Востоке земля? В Умирать этом будете, мире что ли? есть Умирать будете? много Умирать еще будете? других мест, куда можно переселиться. А вот если в России сейчас радиация будет, и в Америке им предложат там Не, я сейчас говорю, где-то на подожди, юге, вот это не согласились бы, да, не согласились бы. в Мухасранск, что ли? Я говорю, не согласились бы переселяться. Ну, я не знаю, за всех отвечать я не могу. Я, например, не то, что переселяться или заселяться из-за радиации. Вообще, в Мухасранске, в этом, туда в тюрьму идти вообще полное, я не знаю, с каким-то мазохистом Нет, надо быть. там, я имею в виду, там будет у вас независимость, все, посольство, и министерство иностранных дел, все будет там, переселяйтесь, скажут. А уже нет, только умереть остается. Не переселились бы? Ты у меня спрашиваешь или у кого? Твое мнение, спрашиваю, народу Чечни, умирать или переселиться? Твое Переселился мнение. я народу, я в Мухасранске я примерно никому не советую туда. Лучше как-то другое что-то где-то найти там. Куда-то в необитаемый остров, туда уехать лучше. А целая республика, что ли? Ладно, ты Это же детские организованно. какие-то эти вопросы задаешь. Точно такой же вопрос Я себе тебе, задай. я тебе Ответь. хотел сказать, да, смотри сюда. Вот эти села, которые в Дагестане, они тоже ни за что не хотели никуда. Но пришлось с радостью им покидать эти места. Просто я говорю, сегодня так, завтра может быть вот так. Я просто к примеру вопрос задал, да. Ты так не переживай, там тебя... Я же, послушай, да, Когда сюда, вот вот так послушай, или да. так будет, когда так или вот так будет, там будет видно какие-то вопросы, да, там, если сейчас какой-то метеорит врежется в земной, что ты будешь делать там, мне это не интересно. Меня, Надо меня интересно, мыслить да, мыслить надо мне интересно, по-разному. чтобы мой народ жил нормально, и мои близкие в Ну, целом живут весь же народ, нормально. Не, да, живут же нормально. чтобы нормально жили, чтобы не были рабами, чтобы не были ихванами, не знающими родства, или иванами, не знающими родства. Вот так. Ладно, Да. ладно, Ибраев, уже поздно, ты уже бредишь. Давай, до завтра. Да, Все. я еще движусь, это для меня вообще Не, как я плюнуть, понял, как ты расплюнуть. ихваны, бахва, ба. Уже у тебя слова выходят. Ладно, все, давайте завтра Не, я мы имею в увидимся. виду, ихваны, не знающие родства, это все вот эти шарикатчики, Знающие, именно как ты, знающие, которые мыслят. А Иваны, не знающие родства, знающие, родство это все знаем. руснявые ваньки. И это как У два меня вот брата, здесь близнецы. написано Абсолютно мое. разницы никакой нет. Смотри,
Смотри, у меня вот здесь написано отцо, этот самый дедовский и бабушкинские имена. Вот тут у меня это. Ты Я гордишься? его, я Ты его гордишься искал, своим? наизусть не знаю. Я их искал лет 8 там Ты отцовских гордишься книгах. своим происхождением, вот этими людьми гордишься? Ага. Ты своим происхождением вот этим гордишься своим? Не, Вот этим? я не горжусь. Я не горжусь. А Я вот какого тогда? Для своей чего ты нации, ее записываешь? это, нет, этих дедов, имена, то, что здесь будут, да, это я не горжусь, я это слово не произношу. Я наоборот, вот среди своей нации, когда плохих вижу, да, я их Не, подожди, больше, вот смотри, больше всех я их вот смотри, ненавижу. я, например, пью водку, и у меня Ага. спрашивают, а ты как бы принимаешь спиртное? Я говорю, не, я вот просто водку пью и все. Это точно так же выглядит. Не выглядит, это ты так говоришь. Это не выглядит. Это должно быть. Вот они, вот тут вот эти имена у меня. Не, ну если ты берешь имена своих предков, их берешь, записываешь, это говорится о том, что ты ими гордишься. Ты же не пишешь, мы же с тобой не дети, мы же понимаем, что ты их не пишешь как какими-то, я не знаю, негативными персонажами, которыми ты, ну, как бы не хотел бы стать, как они, или в плохом каком-то плане. То есть ты Тут, именно с позитивной стороны не, тут записываешь все их. нормально. Да. И дело в том, Всё. что хадис есть. Я тебе просто напомнить хотел о тех, Это кто я гордится знаю, про своим. какой ты хадис говоришь. Это вас касается, меня не касается это. Это хадис я Нет, знаю. меня-то как раз это вообще не касается, потому что Касается я еще как полностью касается. Это не для меня вот сказано. всем вот этим людям пустыни и всем тем, кто Это... и дальше это передает, полностью я это назад отправил коренными зубами прямо в рот им назад. Ай, да. Понимаешь? Ладно, отпустите эти, как его, коренные зубы, пусть отдохнут. Отпустите, у вас хватка крепкая. Ладно, Вот, давай, как я все, раз ушел я. тебе это, Давай. ты же поддерживаешь это, правильно? Давай ты чусь. Te uçan, beyin sebe uysen. Вас написан бағырицу. Изамни селеронцу. الدويتشورك دغدغشنцو خل دقنسه. Чеченти ингушибош дүйч. Короче, ich tun doch, даха so und даха пойдет. Умам дерти я духа, но и пойдет чол. С деталью или орган, что бол мама бези. Из-за пайдан саханча и пайд хаючел и запчасти это. Ах, это просто впустую хуй разговор. Покрышка Ягин, что ты дышишь, собрался, да? Покрышка сжигает теж. Она чухаешь ложь. Просто чисто, да, чай, ирайска, шинарати, фица, ФСБ, Хамас, ши. Представь, позавола, войн полностью ненавистью, даже буду лакшина полностью ненавистью, говорить. Просто чисто, ну, я думаю, использовать, бачит. Нормальных и ценных использоваться, содержать, шмарить, что считается. Именно her персонаж любовь, да, это вообще в целом, чем вы гукушишь. Это имам Шамиль Маликов, Альяца, и штука. А я шарика чист был бать совершенно просто чисто горза уж. Разно хамаши, мамаши. Юх, а что года, а хохудешу эльч.
Мое какое дело, кто пойдет, кто не пойдет. Может, это что? Раиса, всем будете, Раиса, Волш уйма. И бешвали. Представь тут же окон родословный и полностью халтуамщи. Полностью барантаят. تارك شو تا دايش ناحية صعونة دنيا شو وش ناحية الخيطة شهونا دينك حلتي ضلتي بوش دويش إز دو يخشي كروتشي غير توتي دي العيد هما يا سيجا شي كروتشي أتشنز قدي تسبش короче полный дебилизм. حدا хвалит. И мало того, что они... Колыш шибивает. Вайгар Хаяхлар, кстати, вдруг у нас должна быть катастрофа, надо его слова запомнить. Сахом кану гучтава, он пророчил. И главное, у евреев дети уроды, а у них и у арабов нет. Ужас просто. На одной ступени цахил один телат мегардар, чтобы не быть братьями с ними именно. Пакистанцами, с ними. А Галгашин, как хотел Питантас и варить, почему с ингушами? Галгат их бич. Хокер губалбу, это наше внутреннее дело. Allah shit масерти. Что гэмолает степот. Ну, чему тетя Лирио, Щираха, и это не первый уже. Представляешь, какая заинтересованность? Мот ан был. Мабих риацерсон, а мот лучше выучить какой-нибудь иностранный язык. Зачем учить язык соседей? Вообще непонятно. Зас, и мой мот бацабайт, ЮНЕСКО, Буэрбуэлл, и сохранить бывает, Белшпеш, бываешь, Хош просто тегай своя чистата и все. В момент чат. А такие моменты там еще много интересного. Есть гушерия царцага, сонарте, получается. Маршал души. А что еще? Маршогал. عيسى أتقبل ومو وجود تنقوتي نبقيتي تيس На самом интересном, на سوبيس أن يوقع شيء مع الواحد فقط и Бошгериш. Я так смеялась, думаю, включить его, чтобы он спросил, что вас привлекло в этом канале. لا تنسورش Ничего интересного. Вопрос, правильно? Ты в меня не пырнешь, Бож, Айрвар? Ханнари, ой, баш ханнари, ой, пача ханнари. Вот итальяш, да? Нет. Вы только, Дудаев, только чеченцы говорил. А что он должен говорить? Аварцы, что ли?
лезгины. Они же за нас переживают, а почему мы за них не переживаем? Бог кто? Вот тут и я помню вот эти видео, которые еще он ездил там, к черкесам, к дагестанцам, массулеты. Даже Амел Яша uz Lastin Buitvan stolte. Шедага, проснись, Кавказа, он проснись, Кавсазел, мотал, да? Юхталик, ваш масара, проснись, Кавсаз, Бог, прихочешь. Уж, короче, оказывается, чеченцы, Боже. Ах, ты гумор, хаули, юхта, вот это. Дагестанцы, мы тоже, аварцы, там, не знаю, табасаранцы. Живучие мы, Ибрагим, ху адычи, эт лачтар, дадол штатской. Сан цадыт. Да, но вен ино лизет, вен ино сэр, кило, с этими дагестанскими шариатами, Карамахи, Чабанмахи, о Масайдов, что говорят, что делать, вкусный щупа. Просто синца юкцеру иногда до того, по-детски олдовищ. Подавить швол, басаев, щент экрит швол, цабагар, сука, яхцахич. То же самое ему приписали и в Абхазии, как миротворец Вагнер. И что? Не, я просто посади свинью за стол, Богоркдок. Проект Палестина, дак альч, проект Дагестан, дак ал езер мою. Поэтому же они цепляются за Палестину. Проект Россия, дак ал езерю. Как искусственные леса, выращенные национальности, шмаешь. Есть дикие леса, сами, которые росли веками, а есть свежие, которые такие вот рассаживать, такие лесопарки. Вот еще претендуют на лес. Таган пармат волчи, чуви инцаварк, как его звали, Юрий Гуд. Ща Гудермесер в Багар. Сдал ДНК и выяснил, что он, оказывается, из Гудермеса. Что по ДНК, откуда он, с Гудермеса или... Да. Да, Гудермесер в Багар. Але знаешь, вспоминается, что было более. Да я со смеху умирала, ужас. Ай, естественно, любой отдел вопрос сразу там авары, эры, мэры, бош. Жаль, Варцкович. И подряд пулемет, целый дешнешь, чуть богов. Ну, Дух, он в свое время начитался и книг там, и, видимо, какой-то связи, там, науки, исторических, или где-то он там лазил. Но Хинц еще и кое-что, Киега или мусор, просто подряд детство дашнешь. А беспорядочно, да? Леха маршолга. Здесь Хинц в записи цун гладых вайбудулак, что я хума церб. И осталось интересно. Милоба. Что Мелдийцнер, это же он сам себе в ногу стрелял.
если люди это услышат, то могут опомниться. Her Hint Yani kanal. son Да, да. Izdajem ola записать день чухтаргу. Для поднятия патриотизма, вот, может быть, все-таки подумают. Отдельно вырезать квартиру. Лерин, Коргер, Мнохчи Мохт Амин. Ва, Мадохкунду, да. Какой интерес глубинный у них. Это что такое? Всю жизнь ее интерес. Жизни интерес. Istuan sapusna şu badruske hoşa şu tanong da en чухтаргу. И он дошли танong. На нашем горбу герои лилш, бахам лилш, мандуцак. Вы сравнять, да, Дагестан, Чечня, Чечня, Дагестан. Дагестанский борец, чеченский борец. Правда, дагестанские борцы восхваляют свой проект, русский проект, а наши восхваляют Дубай. Ужас. Дагестана баб снимаются в Дубае, пол Дагестана, и это знает весь Дагестан. И те же самые ваши мужья с ним тусуются, и ваши семейные деньги дают за вот этих шлюх, и оплачивают, и прочее, и вы их палите, и потом вы говорите, что виноваты какие-то другие. Прежде чем видеть чей-то сторис в Дубае, наверное, вам нужно будет закрыть весь поток вылета женского, чтобы блядство дагестанское вот здесь не распространялось. Давайте не будем говорить о том, что какие-то сторисы мои вызывают какой-то дисбаланс у нас в Дагестане. Половина шкур, блядь, дагестанская здесь сидит. О чем вы говорите? Умоляю. Давайте будем выкладывать все страницы, чтобы ваши мужья и ваши жены и прочие видели и знали, сколько кто стоит и кто кого снимает. Тесла с Багарка, что Дагестан с какого-то, то ли персидского, с какого-то языка переводится как «страна гор». И надо их называть страногорцами. Да. С персидского страна реально Барсу. Чеченского земля предков или землепредочники или страногорцы. Шунна та форму шу водите ши вечер. Адега стоит на ноги. Непонятно. Дюхар Иордания, я царь Дехастан, я так оскорбилась, я говорю, да, что Дехастан. Нохчи черду, Дехастан, и вот тогда я узнала, что Дехастан, Дагестан это Дехастан. Понятно, что там страна гор называлась, вся горная эта территория. Но отсюда Дегаста вообще форму шуисти им. Дегаста пылактуна. Нормально лила тахим. Каждый раз лил таху шарикает ши шука мел дета. Мохка джимба лабол швую. Это чусаден. Кукште хотя надо луштать. Нормально его именно национальные интересы, государственные интересы. Очень надо садитарий цахаридат. ده غستي هنا نجي تشو حتى قويش ده شو حتى يقشنبو إش بتخوان كتشو كولش كشيتش إش إذا إيتار ده قصني إش ما
Теперь молниш, бол бешбу на всю Ивановскую. Шли волны, что еще меньше обух. Из-под земли химикаты вылезут, собраться. И десин кэзглата. Хадака, химикатью. Дамбами черной икры лишили. Сначала лишили Черного моря, потом черной икры лишили. Шейхыр грешбук. Шейх Хазбик шбиц бел, джуктин шбиц, парка и хацахи.